Добрый день, уральцы, атрауцы, оренбуржцы, да, башкиры, все вы нам братья. Я хочу вопрос осветить по поводу реки Урал, Жайык. Какая ситуация на карте. Вот эта точка синяя, где я нахожусь, это город Уральск. К примеру, я вам сейчас показываю озеро Чалкар. Вот оно. Видите масштаб. Озеро Чалкар, да, Шалкар. Смотрите, я уменьшаю карту, и мы, соответственно, видим, около меня, видите, точка Шалкар. Теперь давайте посмотрим на водохранилище, где подстроена плотина, которая влияет на полноводие рек в Казахстане. Это находится в России. Смотрите, я увеличиваю. Этот Иреклинский водохранилище, да, получается, которое видно с космоса, огромнейшее, больше, чем Шалкар, раза в 3, наверное. Смотрите, это все водохранилище, которое удерживает воду реки Урал, Жайык. Вот оно, смотрите. Если приближать, видно плотину саму, вот она плотина. Вот она плотина, Иреклинская ГЭС. Это все преграда для полноводия реки. Смотрите, давайте увеличим. Смотрите, какой он огромнейший. Не надо здесь долго рассуждать, там что-то как-то с кем-то там договариваться. Реалии. Смотрите, я сейчас увеличу, видите, оно видно с космоса. Вот она, я на нее тыкаю пальцем. Если увеличить ее отсюда, даже увеличивая, если присмотреться, ее видно. Озеро Чалкар, которого нет горизонта, не видно. Это практически как Аральское море, чуть-чуть поменьше. Остатки от Аральского моря, вернее. Смотрите. Вот оно. Его видно с космоса. Это снимки осенние Google 2020 года. Я проанализировал все по устью реки Урал до Уральска. Это получается и причина. Воду удерживают огромным количеством. Эгоистично идут на это. Я считаю, что экосистему вообще нельзя портить. Нельзя, потому что это как у человека пережать руку под каким-то жгутом. Естественно, эта рука отсохнет. Поэтому я прошу не делать этого. Делать все это без какого-либо пафоса. Так нельзя делать. Вот она, Иреклинская ГЭС. Смотрите, какая огромная. Всем удачи.